Национальные общины Якутии прокомментировали преступление, совершенное против жительницы Якутска. В столице республики продолжается съезд эвенов Якутии. Какая программа подготовлена для участников? Жительница Ленска взяла под опеку племянниц, которых хотели отправить в детский дом. С какими сложностями она столкнулась во время оформления всех документов? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Национальные общины Якутии осуждают преступление, совершенное против жительницы Якутска в ночь на 18 марта. Представители различных диаспор сходятся в одном. Проблему с нелегальными мигрантами нужно решать мирно и с точки зрения закона. А самое главное – консолидированно, сообща. Айсен Сергеевич объявил этот год годом консолидации. И хотелось бы, чтобы вот этот год консолидации как минимум проходил при обсуждении идеи, такой мысли к жизнеустройству по совести. И сейчас я убеждаюсь, что это надо было делать, скажем так, как молодежь говорит, ну, не только как флешмобли, ну, то есть это нужно было делать массово. Как до этого жили дружно, мирно, да, и так дружно, мирно жить. Вот не забывать, что мы победили годы Великой Отечественной войны над фашизмом не о том, чтобы у нас было орудие, мы о том, чтобы был у нас дружба, у нас было взаимопонимание, у нас была дружба. Поэтому давайте, ребята, дружно, мирно будем жить. В жизни это самая короткая жизнь, это человеческая жизнь. В Якутске продолжается съезд эвенов Якутии. Делегаты обсуждают вопросы, связанные с перспективой развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и сохранения эвенского языка и культуры. По результатам съезда будут приняты итоговые документы и изберут председателя Союза эвенов и правления общественной организации. Напомним, в съезде принимает участие более 60 делегатов из 13 районов Якутии. Помимо этого, в течение 2 дней запланированы круглые столы, культурные мероприятия и медицинский осмотр делегатов. Субсидии, которые выдаются оленеводам, при невыполнении или сокращении поголовья оленей возвращаются. И налоговые ставки мы все платим наравне со всеми. И как бы государство в виде субсидий или каких-то других видов дает нам как помощь или деньги, денежные средства. И потом половину, скажем, обратно забирает. Выделенные средства в виде субсидий переадресовывались и применялись только на развитие оленеводства. 15-е международные семеновские чтения проходят в Северо-Восточном федеральном университете. В этом году конференция посвящена 2 памятным датам – 50-летие факультета иностранных языков и 115-летие основателя этого факультета Аполлония Иннокентьевича Семенова. В конференции помимо студентов СФУ принимают участие и студенты из Франции, Гаити, Республики Нигер и Бурунди. Также с помощью видеоконференции участие в чтениях примут студенты из Казахстана, США и Китая. Свои работы представят и школьники из разных районов республики и города Якутска. Всего более 250 участников. Работа конференции будет проходить в течение всего дня по 11 секциям. Поскольку у нас гуманитарный институт, все наши секции посвящены в основном филологии, лингвистике, но помимо этого есть 2 секции, посвященные арктическому регионоведению. У меня работа по политическим карикатурам, это лингвистика. И сейчас я на семеновских чтениях стою в секции стилистика теории текста, но над этой работой я, получается, уже со 2-го курса. Карикатуры политические, это, в наше время это очень показывает политиков с другой стороны и как бы критикует их. Жительница Ленска взяла под опеку племянниц, которых хотели отправить в детский дом. Мать девочек лишили родительских прав, однако из-за маленькой жилплощади детей под опеку тети отдать не смогли. Тогда женщина решила обратиться лично к главе района с просьбой о расширении жилищных условий. Анна Кожевникова расскажет подробнее. Сегодня в этой просторной квартире суета и торжественная подготовка. Супруги Николай и Людмила решили взять в свою семью на воспитание племянниц. Как тетю зовут? Люда. А вы
В гостях у нее, наверное, уже бывали, да? Да. Да. Ну, расскажите, какая она. Хорошая. Добрая. Людмила – молодая мама 2 сынишек. И в один прекрасный день она узнала, что ее племянниц 8-летнюю Александру и 7-летнюю Светлану планируют отправить в детский дом в город Алдан. Родители лишили родительских прав. Девочек хотели увезти уже в Алдан. Я так понял, в другой приют. Мы решили, что они поедут и зачем разлучать, когда все родственники здесь. Посидели, подумали, решили, если нам одобрят с квартиры, то мы их забираем. Она незамедлительно обратилась в отдел опеки и попечительства Ленского района с заявлением на опекунство. И все бы хорошо. Людмила педагог, работает в детском саду «Сказка». Ее супруг тоже имеет постоянное место работы в Сургутнефтегазе. Характеристики все положительные. Да обнаружилось одно «но». Маленькая жилплощадь, не позволяющая взять племянниц в свою семью. Тогда Людмила обратилась лично к главе района Жомарту Абельманову. Суть просьбы заключалась в следующем. Она бы хотела взять девочек под опеку, но, к сожалению, в силу законодательства у нее жилплощадь, это однокомнатная квартира, где проживает кроме нее еще муж и 2 детей, не позволяла это делать. И никакой отдел опеки и попечительства, конечно, ей в этом отношении уже помочь просто не мог. И буквально на следующий день получила ключи от 4-комнатной квартиры, которую передали Людмиле по договору соцнайма как работнику бюджетной сферы. Острый квартирный вопрос, как оказалось, может повлиять на человеческие судьбы и кардинально изменить будущее маленьких детей. Девочек я знаю давно. Я очень рада, что девочки попадут в хорошую семью. Девочки отзывчивые, добрые, ласковые, любят учиться, любят рисовать. Девочки ходят на рисование. Последние штрихи, и комната для сестер Александры и Светланы будет готова. Для них начнется новая жизнь в семье, где любят, заботятся и помогают справляться с трудностями совместно. Хочется, чтобы для каждого малыша находился такой дом, где их ждут люди с добрыми сердцами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Безопасность и удобство. Вот уже полгода на производственных площадках «Алроса» проводятся опытно-промышленные испытания спецодежды. Какие отбирались лучшие модели и как они сегодня проходят испытания на рабочих местах, узнавала Ивана Филиппова. Сепараторщик Андрей Жалсараев следит за процессом обогащения алмазоносной руды. Говорит, работа требует полной отдачи. И уверен, что комфортная спецодежда играет в этом не последнюю роль. Вот уже полгода он участвует в опытно-промышленных испытаниях. Проверяет на прочность новую униформу. Пробный образец показал себя с лучшей стороны. В первую очередь рабочий оценил удобство. Куртка на данной спецодежде уже по длине, она гораздо короче, по пояс. Получается, если присаживаешься на корточке или даже на стул в операторской, то здесь он не оттягивает назад, как у старого образца спецодежды. Куртку мне нравится, удобнее. Совершенствованием спецодежды в «Алроса» занимаются уже несколько лет. Причем как для рабочих, задействованных в шахте, так и для наземного персонала. С учетом всех пожеланий, ранее поступивших от работников компании, разработали несколько видов спецодежды. Около 20 комплектов из разных моделей тканей. То бишь это была зимняя, летняя спецодежда. Также спецодежда для токарей. На мне сейчас женский зимний костюм. Что самое главное? Конечно же, это первое, он должен соответствовать всем требованиям техники безопасности, ну и должен быть, конечно же, очень удобным, и немаловажную роль играют такие детали, как наличие застежек, карманов или, например, съемного капюшона. Пробные образцы досконально изучили от пуговиц до материала. Рассматривали форму выкройки, застежки, карманы. Позже по каждому элементу были даны рекомендации. Мы обычно накапываем на костюм воду и проверяем, насколько хорошо у нас вода распределяется по костюму. То бишь она не должна сразу же впитываться, а какое-то время она должна сохраняться на костюме в виде капель. Следующее. Если воду полностью встряхнуть, то бишь воды должно оставаться минимум. Сегодня во всех цехах северных площадок, Айхале, Удачном, а также в Мирном, около 20 видов спецодежды проходит экспериментальную носку. На рабочих местах проверяют материал, из которого она сшита. Плотность ткани, состав и цвет – важна каждая мелочь. В этом убедился и, например, Артур Максимов. Он тестирует защитную одежду летнего варианта. Самое главное в этом костюме – это ткань. Ткань дышит, присутствует хлопок и удобная в носке.
стирке он бывал и, в принципе, не сел, что радует. По окончании тестирования все участники дадут полную характеристику испытуемой спецодежды. В июле комиссия вновь соберется и по полученным данным будут принимать решения по выбору материала. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Якутске набирает популярность игра «Го». Главная стратегическая настольная игра Азии в России зарегистрирована как вид спорта. Попробовал разыграть на игровой доске свою стратегию наш корреспондент Александр Зубехин. Данное мероприятие – это и турнир, и обучение, и возможность познакомиться с игрой мастеров. Попробовать разыграть на игровой доске свою стратегию белыми и черными камнями смог и любой желающий. Я обычно трачу на игру примерно 20-30 минут. Но это быстрая игра. Играть серьезно, то примерно час от часу. Шашки, шахматы – это игра на уничтожение. А здесь считаю, что как в жизни. Что-то должен отдать, что-то должен иметь. Правила игры Го очень простые. Для нее нужно вот такое поле, состоящее из линий, две чаши, фишки белого и черного цвета, которые называются камни. Их можно поставить в любой части поля на пересечении линий. Побеждает тот игрок, у которого больше всего очков территории. Для того, чтобы подсчитать очки, мы считаем количество пересечений линий внутри территории белых и черных. И тот, у кого будет больше очков в конце партии, тот и выиграет. Планы у сообщества Го в Якутии большие. Циклы лекций об игре, мастер-классы в школах и даже детских садах. Очень надеемся, как сейчас мы приехали в Якутию. Также мы планируем, что сильнейшие наши учителя российские будут приезжать, тоже давать мастер-классы, обучать. Ну и плюс, конечно же, якутские игроки будут приезжать в другие регионы, как, собственно, они уже делают. На данный момент Дальний Восток является приоритетным регионом развития этого вида спорта. В 2020 году во Владивостоке пройдет 41-й чемпионат мира по Го среди любителей. Одна из задач республиканского отделения – подготовить собственную команду. Мы хотим развивать наше местное отделение, чтобы перейти уже от клубного вида к спортивной федерации, чтобы у нас федерация заработала полную силу, у нас чтобы появились свои судьи, свои тренера, свои чемпионы. Возможно, кто-то из людей, которые сейчас играют в Го, станут чемпионами международных интеллектуальных игр. Это наша цель, и мы будем с ней стремиться. В Китае, Корее и Японии эта игра уже много лет интегрирована в систему образования и помогает готовить новое поколение управленцев и IT-специалистов. Ведь главным фактором успеха в цифровой экономике является умение находить нестандартные решения задач. Так, развитие игры Го в Якутии должно внести свой вклад в работу создаваемого IT-кластера. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.